Македония, Африка, Франция и, конечно же, Россия. На международный саммит молодых парламентариев съехались участники из совершенно разных уголков мира. Но всех их объединяет одно – желание своим трудом и инициативами изменить окружающий мир в лучшую сторону. Алиса Прибавкина – депутат молодежного парламента Свердловской области. В первую очередь от форума ожидает наладить взаимосвязь между всеми молодежными законодательными органами страны. И хоть молодежным депутатом является всего лишь 2 месяца, у девушки уже есть свои проекты. В основном это у нас работа с младшим поколением. Нам важно взаимодействовать и найти точки соприкосновения для дальнейшего роста, для дальнейшего общения, продуктивной работы. Все-таки важно понимать, с кем нам работать и как, сойтись мнениями. Сразу после размещения в гостинице гости саммита отправляются на экскурсию по главным достопримечательностям Ингушетии. Первая точка – мемориал памяти и славы. Экскурсия начинается с барельефа вхождения Ингушетии в состав России. Дальше посетители встречают колоннады, у которых установлены мемориальные плиты с именами 36 ингушей, георгиевских кавалеров. 9 кавалеров золотого георгиевского оружия и 4 кавалера георгиевского креста 4 степени. Карина Дакшокова представляет молодежный парламент Кабардино-Балкарии. Также девушка является руководителем республиканского отделения организации «Молодая гвардия» и «Единая Россия». Но своим главным достижением она считает победу на 10-м всероссийском конкурсе молодежи «Моя законотворческая инициатива». В рамках направления «Социальная политика» девушка выступила за восстановление звания «Мать героини Российской Федерации», за что была удостоена знаком отличия «Депутатский резерв Российской Федерации». Город Магаз, он безумно красивый. И рядом с нашей гостиницей очень много новых зданий, которые прям очень современные, хорошая инфраструктура. Посмотрели здания библиотеки, очень красивые, там парк рядом. Я под большим впечатлением на самом деле. Я думаю, я здесь не последний раз, и теперь буду уже приезжать почаще. Следующий экспонат – паровоз серии Л-2046 и вагон-теплушка. Точные копии тех, в которых когда-то депортировали ингушей. Исторические события, которые пережил ингушский народ, сильно впечатлили Ахмеда Дарара из Африки. Молодой человек изучает международные отношения в Российской академии государственной службы и народного хозяйства. Ахмед давно мечтал посетить Северный Кавказ. И Ингушетия – первая республика, которую он увидел. Тут очень красиво. С первого момента, как я оказался в городе Магаз, мне очень сильно все понравилось. Особенно центр города. Меня сильно удивили остановки. Это вообще целая библиотека, где можно сидеть и ждать автобус. Такими остановками может похвастаться далеко не каждая страна. А вот Дарко Тодоровский представляет Республику Македония, город Дельчево. Сейчас он учится в одном из московских вузов. Ну а в родном городе Дарко занимается вопросами, связанными с развитием горного спорта, а именно альпинизма. Я первый раз в Ингушетии, мне сразу понравилось. Даже с борта самолета, когда смотрел на горы, вообще я, как человек, который любит горы, для меня это было очень здорово. Я про Ингушетию слышал и знал, потому что в Москве у меня есть знакомые, которые там из Ингушетии. А в первую очередь про Ингушетию на Балканах мы знаем через ваш президент Евкуров, который был у нас на Балканах. На Косово, когда была там ситуация, война на Косово, тогда была русская миротворческая миссия на Косово, которую возглавлял ваш президент Евкуров. Там надо было, чтобы зашли контингент НАТО. Но русские под водством Евкурова зашли из Босны и Герцеговины, опередили их и заняли военный аэропорт Слатина, который очень важное стратегическое местоположение имеет на Косово. И так всех на Балканах, особенно Сербии, там, Черногории, часть Македонии считают Евкуров как герой. Магаз-2018 – первый в СКФО молодежный саммит, представляющий собой социально-образовательный проект, направленный на повышение конкурентоспособности лидеров молодежных структур иностранных государств и регионов России. У нас завтра запланировано открытие, где будут представители парламентаризма в целом, видные политики как нашей республики, так и на федерального уровня. Ребята смогут их послушать, задавать свои вопросы и перенимать опыт. Следующее у нас запланировано проведение политической игры, проведение тренингов с участием, которые будут вести эксперты федерального уровня. Уже завтра участники саммита познакомятся с составом и структурой нашего парламента, узнают историю ингушского парламентаризма, которая началась в далекой древности с Народного совета старейшин. Амина Бокова, Рахман Суров, Новости 24.